На родине нанайцев отмечают юбилей. 80 лет назад в Хабаровском крае было создано муниципальное образование Нанайский район. В его состав входит 20 населенных пунктов, на территории которых проживает 20 тысяч человек. Четверть населения – этнические нанайцы. На праздничном мероприятии побывал Стас Михайлов. Несмотря на то, что на родине Кала-Бельды проживают преимущественно нанайцы, сегодня услышать нанайскую речь в районе практически невозможно. Старожилам, проживающим почти с основания района, порой не с кем поговорить на родном языке. Поводом для того, чтобы вспомнить традиции и культуру предков, становятся нечастые праздники и фестивали. Даже я сама начинаю вроде бы по-нанайски, а сама не замечаю, как я перехожу на русский. Это считается, как, я не знаю, дети говорят родной язык, русский язык, а у меня вот наполовину. В прошлом году жителей района сильно подкосило наводнение, сотни людей остались без жилья. Но отменять праздник никто и не думал. Готовиться к юбилею начали за 2 года. Специально к торжеству местные авторы написали песню. На фестиваль в райцентр село Троицкое съехались представители 14 населенных пунктов Нанайского района. Многие успевали везде и поучаствовать в фестивале самодеятельного творчества, и представить на суд жюри блюда национальной кухни. Члены жюри из администрации, критерии их оценок, количество блюд, оформление стола и самобытность приготовленной пищи. Мы оцениваем количество блюд, традиционную кухню обязательно, чтобы было оформление стола традиционное. Смотрим редкое самое блюдо. Блюд, если в общей сложности около 200, наверное, да? Потому что участников около 10. Праздник продолжался 2 дня, но даже за это время участники не смогли съесть все заготовленное. Одних только блюд из рыбы хватит теперь на неделю. Стас Михайлов, НВК «Саха», Хабаровск.